За последние несколько месяцев неоднократно граждане Абхазии заявляли, что на российской стороне государственной границы их задерживают и опрашивают. В основном все вопросы связаны с внутренней абхазской повесткой. В эти выходные эту процедуру на КПП ПСОУ прошел герой Абхазии Леван Мика. Он был задержан и при переходе в сторону России, и при возвращении на родину. Мое задержание, оно не было связано с каким-нибудь моим там личным бизнесом или какими-то моими личными делами, оно было связано с моей общественной деятельностью. И об этом при разговоре было сказано. Моих, значит, так скажем, коллег интересовало, что происходит в Абхазии, есть ли в Абхазии антироссийские настроения, есть ли в Абхазии, значит, организации, которые, значит, ведут антироссийскую деятельность и так далее, и так далее. Вокруг этого был разговор. Ну, естественно, мне пришлось рассказать всю нашу историю, историю нашей борьбы, национально-освободительного нашего движения, поэтапно, кто в ней принимал участие, каких жертв нам стоило, значит, признание нашей независимости, это долгий наш путь к независимости и каким образом это все произошло. И самый главный вопрос, о котором я хотел бы с вами тоже обсудить, это я хочу понять, на сегодняшний день у нашего правительства, у нашего президента спросить, курс на независимую Абхазию, на признание нашей независимости международным сообществом сворачивается? По словам Левана Мика, его собеседники на государственной границе задавали вопросы об антироссийских настроениях в Абхазии и в целом общественно-политической ситуации. Леван Мика подчеркнул, что считает борьбу за международное признание на различных площадках от имени независимой Абхазии поддержкой внешнеполитического курса России. Ведь та, признав нашу независимость, по сути призвала и иные государства поступить так же. Я считаю, что все и те, кто на разных площадках, общественные организации, молодежные организации, все, кто принимает участие в таких форматах, они представляют независимую Абхазию. Они выступают от имени независимой Абхазии. Их точка зрения всегда это признание независимости Абхазии. Если в дальнейшем перестанут участвовать в любых таких форматах, на которых возможно наше участие, кто нашу сторону будет представлять? Мы уже знаем, кто будет. Это подготовленные люди в Тбилиси, типа Буава и так далее, которые будут представлять Абхазию, абхазскую молодежь и говорить о том, что Абхазия оккупированная страна, что в Абхазии нет возможности высказывать свою точку зрения. Значит, и здесь напрашивается вывод, да, тот вывод, о котором мы должны сказать. Самый основной тезис, который я хотел проговорить. Все наши общественные, неправительственные организации, деятели, которые ведут, так скажем, работу над признанием, над международным признанием Республики Абхазия, они ведут же и пророссийскую политику, естественно же, потому что единственная страна, держава, которая признала Абхазию, это Российская Федерация. Леван Мика считает, что к задержаниям на границе имеют отношение абхазские власти. При этом с собеседниками на российской стороне, по словам политика, состоялся достаточно обстоятельный, вежливый и даже в некотором смысле полезный диалог. С моей точки зрения, это деятельность нашего президента, это его установка. Это и мы говорим, и часто говорим о том, что президент наш покушается на наш внутренний суверенитет, экономический суверенитет,
когда лоббируют интересы олигархов, когда лоббируют интересы крупного российского бизнеса или там международного, не знаю какого, то он преследует, естественно, свои личные первым долгом, естественно, интересы, и на кону у нас и наш экономический суверенитет. Также я хочу сказать о том, что эта политика, которая инициирована президентом, она к международной ведет изоляции, которая приведет к тому, что Абхазию на международных площадках и на всех уровнях будут представлять автономная республика или там представители значит, некого сообщества, которые представляют себя как абхазы. И поэтому, мне кажется, это наносит колоссальный урон абхазской государственности, абхазскому обществу, колоссальный урон. Я здесь не хочу вести такую вот меня задело там и так далее, так себя позиционировать. На самом деле беседа, которая прошла там на границе и так далее, она не доставила мне никакого дискомфорта или так далее, и так далее. На самом деле я был наоборот рад изложить свою точку зрения для того, чтобы наши партнеры, россияне, поняли, что движет нами, когда мы говорим о том, что мы хотим защитить Абхазию от апартаментов. Что двигает нами? Я рассказал об истории абхаз-переселенстроя, как абхазцы стали с 80% стали 17%, что целью абхазского национального движения всегда было добиться того, чтобы абхазы стали хозяевами на своей земле. Это неотъемлемо право любого народа, да? Любого народа, чтобы граждане, которые живут в своей стране, имели право развивать свою экономику, свою культуру, свой язык, свои традиции. Поэтому все эти вопросы, которые мы обсуждали, я слышал, я видел понимание в глазах значит, своих коллег, которые общались со мной, да. То есть я видел, что на самом деле, и так оно и есть, я это понимаю, что Россия наш союзник, и она не собирается там ограничивать нас в каких-то правах и не собирается нам мешать в нашем развитии. Но ей наша деятельность, да, которую мы ведем, да, наша оппозиционная деятельность, наша общественная деятельность, ей представлена как антироссийская. И такая позиция нашего президента и структур, которые направлены на то, чтобы вместо того, чтобы продвигать независимость Абхазии, подают списки для того, чтобы останавливали, да, молодежь, для того, чтобы значит, оказывать на них давление, на самом деле это не как антиабхазской, антигосударственной деятельностью назвать не могу никак. Политик считает, что началась широкая кампания против гражданского общества и всего неправительственного сектора. Ее неотъемлемой частью является законопроект об иноагентах, который сейчас активно обсуждается в обществе. Все это Леван Микаа считает антиабхазской и антигосударственной деятельностью наших властей. Несколько конкретных шагов, которые мы предложили, это встреча с послом, потом... Нет, пока, я насколько понял, нет. Потом мы хотим встречаться и с нашими структурами, со всеми, начиная от СГБ, да, начиная МИД и так далее. И, безусловно, если мы не получим, все будет продолжаться, как мы понимаем, все будет продолжаться, то будем требовать их отставки, конечно.
Здесь, то есть здесь на самом деле затронуты глубинные вопросы нашего существования. Это независимость, это суверенитет. Ну, что ценнее этого есть? По словам Левана Микаа, собеседники на границе сказали, что останавливают людей, о чьих антироссийских настроениях им поступает информация из Абхазии. Я говорю, ну вот те люди, которые вам дают эту информацию, какое у них обоснование? Обоснование ровно то, которое мы слышим от нашего президента и министра иностранных дел, что, значит, если он в НПО получает финансирование, да, значит он, за финансирование, кто платит деньги, заказывает музыку. Вот так вот просто, примитивно это было так сказано. Но здесь, так как мы же понимаем, что это такой взгляд, значит, откуда инициирован? Отсюда же, правильно? Вот. И когда ты объясняешь, что в этом участвуют, в этом процессе в гражданском обществе, это программы, которые гуманитарные, в которые пользу Абхазии приносят и так далее, что здесь абхазцы не продаются за эти как бы серебряники, потому что мы прошли и войну, и блокаду, когда нас заставляли, да, в Грузию, да, значит, блокада для чего была? Войти в состав Грузии. Мы все это прошли, не продавшись никому и ничего, да, в те тяжелые времена, когда у нас здесь блокада была, могли же мы кому-то продаться, да, за то, что сейчас, когда Россия нас признала, у нас экономический рост идет и так далее. Зачем? Ну, смысл, мотивация. Ну вот мотивация, в чем заключается наша мотивация? Я попытался объяснить, что, поймите, значит, здесь и нашему обществу сказать, что мотивируется наша молодежь, все участники, это признание нашей независимости. Если они выезжают, да, куда-то за границу, то они представляют независимую Абхазию, свободную независимую Абхазию. Что они не представляют оккупированную территорию, в конце концов. Они представляют государство независимое. Понимаете, здесь мотивация наша не в трех серебряниках, да, все судят по себе. Наш президент, наверное, судит по себе, раз он может за деньги на все пойти. Эти люди идут за идею. Абхазская идея началась, и слава Богу, значит, в 19 веке, начиная с весь 20 век, абхазцы гибли, умирали за идею. Почему сейчас это должно прекратиться? Она не прекратится. Я им объясняю, молодежь будет дальше бороться за абхазские права, за права нашего государства. Общественные деятели Ахрабжания и Тенгиз Джопуа отметили, что считают факты задержаний на границе абхазских активистов частью внутриполитической абхазской борьбы и методом устранения или устрашения потенциальных конкурентов или их сторонников. Но я хочу сказать, что вот в этой истории с задержаниями и опросами наших граждан на границе, на мой взгляд, есть два момента. Первый. Как правило, насколько я понимаю, задержанных опрашивают на предмет их взглядов, убеждений, особенно в той части, где это касается некого оппозиционирования существующей власти и тем проектам, которые эта власть продвигает. И это относится этим гражданам Абхазии задержанным якобы как некоторая антироссийская деятельность или антироссийское убеждение. Я хочу заявить вообще об абсурдности этой идеи и этих обвинений. В данном историческом периоде Абхазию и Россию связывает очень многое, и эти связи, и эти взаимоотношения обусловлены настолько объективными факторами,
И они уходят настолько далеко в корни наших культурных, политических, геополитических, гуманитарных взаимоотношений, что подвергать это какому-то сомнению из-за того, что граждане Абхазии выражают какую-то точку по внутренним проблемам, просто бессмысленно. Если ваших граждан задерживают по любому мотиву, это не имеет значения, политический, экономический, уголовный, какие там еще бывают там, это в первую очередь проблема и задача номер один – забота этого государства, власти, которые управляют государством, власти, которые граждане Абхазии делегировали полномочия, в том числе и по защите своих законных интересов. До прихода Аслана Георгиевича Бжаня ни в Абхазии, ни в России не знали, что в Абхазии есть антироссийские настроения. Это его исключительное оперативное достижение – найти эти антироссийские настроения. В органах госбезопасности есть такое правило негласное: если хочешь сделать человеку плохо, делай это чужими руками. Вот когда мы были молодыми, вот мы работали, оперативную работу какую-то делали, нам никогда не давали на задержание ехать самим. Всегда отправляли сотрудников милиции. Нам все время было обидно. И руководство нам вот сказало: хочешь сделать человеку плохо, делай чужими руками. Вот точно такую же тактику сейчас Аслан Георгиевич Бжаня применяет, использует российскую сторону для решения собственных политических проблем. У России, у Федеральной службы безопасности, ФСБ – это колоссальная просто махина, которая, она вне ничего чувственного, никаких механизмов, там кроме шестеренок ничего нету. Если отсюда кто-то написал оперативную справку, что какая-то группа граждан там взаимодействует с иностранными организациями, их логику тоже нужно понимать, они с учетом того, что у них произошло в Армении, с учетом того, что происходило на Украине, для них вызывает это интерес, кто может сотрудничать с кем-то, где можно, какие угрозы для них существуют. И они ставят на галочку, они поставят. Конечно, хочется задать вопрос, почему такая серьезная организация опирается на абсолютно неадекватную оперативную информацию, которую ей скидывают из Абхазии, почему у нее нет возможности трезво оценить ситуацию внутри страны. Это уже вопрос к ним. Но самый главный аспект – это то, что наше руководство нашей страны теряет свою легитимность на глазах, пытается использовать все имеющиеся у нее возможности. Заборы она уже начала строить там выше и выше, там, сейчас людей задерживать на границе, еще что-то они придумают. То есть это просто инструмент политической борьбы. И дальше это будет продолжаться все дальше и все глубже. За последние несколько месяцев о задержаниях на границе заявили политики, общественные деятели, сотрудники международных организаций, независимые журналисты. Элеонора Гилаян, Сасрыгу Агуха, Абаза ТВ.